Наша программа, которую вы сейчас смотрите, будет полностью посвящена школе, вернее гимназии. На сегодня в городе она уже создана, и более того, в ее стенах, а точнее в стенах школы номер 17, где новая городская гимназия снимает угол, прозвучал первый звонок для первых в Нерингре гимназистов. Их немного. Вернее, не так много, как хотелось бы родителям, да и самим ученикам, но они уже есть. Да простят нас все школы города за то, что сегодня весь свой эфир ДВН отдает гимназии. К проблемам школ мы еще вернемся на протяжении долгой зимы, а пока в городе день рождения. И были гости, и были подарки, и были речи. В общем, было все, что и должно было быть в таких случаях. Хотелось бы, чтобы была и сама гимназия. Гимназия в том смысле, как ее понимает Анатолий Григорьевич Свистовский, первый директор гимназии в городе Нерингре. Итак, Анатолий Григорьевич, закончился праздничная первая часть. Поздравляю вас с открытием гимназии. Спасибо. От лица всех школьников, всех родителей города. Но все-таки вернемся немножко к прозе. Вот буквально где-то, наверное, в мае-апреле мы с вами встречались первый раз. Да. Когда только была задумка этой гимназии. Сейчас это уже реальность. Что удалось сделать, чего не удалось? Ну, во-первых, мы скомплектовали ученические коллективы. Прошел конкурсный отбор. И я думаю, что он прошел удачно, потому что на огорчение, которое испытали родители, чьи дети не прошли в гимназию, жалоб же не было. Значит, наверное, была объективная оценка способностей наших детишек. Это первое. Более-менее, к сожалению глубокому, не так, как нам бы хотелось, но все же мы создали основу учительского коллектива. Мы приобрели много очень технических средств, наглядных пособий, которые опять-таки из-за этих событий опаздывают к нам из Москвы и, может быть, через недельку подойдут. Вы видите, что мы более-менее обставили свои помещения, хотя впереди работы много. Ну, скорее это менее, чем более. Да, скорее всего, менее, правильно. Так, мы обеспечены программами новыми, мы обеспечены началами учебников. Опять-таки, заказанные в Москве, они идут. Совершенно новые учебники. И очень полны желанием воплотить наши задумки в жизнь. Я думаю, что вам спасибо, вы пропагандировали нас. Я думаю, всем миром мы постараемся выполнить то, что от нас ждет город. Ну что ж, самое главное, вы сказали, что у вас есть желание. А та база, которая есть на сегодняшний день, наверное, все-таки позволит хотя бы начать это дело. Я не говорю, что в полном мере как-то развивать в нашем городе, ну хотя бы начать. Кстати, есть перспективы какие-то насчет помещения? Да, есть. Мы говорили в горсовете. Они думают, я не хочу сейчас говорить, но они твердо обещают, что нам будет отдельное здание, в котором мы можем развернуть и музыкальную школу, которую мы сейчас открываем, но на очень трудной базе, и художественную школу, и хореографическое училище, и спортивную школу, потому что гимназия – это органический центр всех наук, понимаете, не только учебных дисциплин. Мы вводим новые предметы, логику, психологию, основы религии, мира, понимаете, то есть это должен быть высокообразованный человек. Ну что ж, еще раз вас с праздником, удачи вам, вас, наверное, ждут уже ученики ваши. Спасибо. До свидания. Большое. Всего доброго. день и чудный час. Принимайте поздравления, раздадим их вам сейчас. Не конфетки, не таблетки, не печенье и не чай.
Счастья вам, друзья, ребята! Не болейте невзначай! Будьте умными, старайтесь и на стульях не качайтесь. Смейтесь, пойте, веселитесь и, конечно же, учитесь хорошо. Ваши любимые герои сказок и мультфильмов. Свидетельство о рождении гимназии. Почетное первое слово предоставляется заведующему городским отделом народного образования Еремину Владимиру Николаевичу. Дорогие коллеги, родители, ребята, первые воспитанники нашей вновь открываемой многопрофильной педагогической гимназии. Разрешите всех вас поздравить с днем рождения и выполнить ту приятную обязанность, которая поручена мне сегодня, а именно вручить новорожденному новому учебному заведению города свидетельство о рождении. Я вас ознакомлю с данным свидетельством. Итак, форма та же самая, что есть у каждого из нас, либо у кого-то была. Итак, свидетельство о рождении. Гражданин, гражданка. Педагогическая многопрофильная гимназия. Родилась 1 сентября 1991 года. Я имею в виду, здесь проставляются и цифрами, и буквами. Место рождения. Город Нерюнгри. Республика Якутская ССР. О чем постановлением городского совета 1991 года февраля месяца 13 числа произведена запись за номером 3/65. Родители. Оказывается, в нашей гимназии есть родители. Отец Свистовский Анатолий Григорьевич. Мать Научно-исследовательский институт общего образования Российской Федерации. Место регистрации. Илюмгринский горсовет, Горано. Дата выдачи. 1 сентября 1991 года. Ну и подписал данное свидетельство заведующий Горано. Итак, Анатолий Григорьевич. Творимый рай. Примите в час благословения с поклоном русский каравай. Больше всех. Ничего не понимаете. Подождите, вы кто такие? Откуда вы? Ну
это кто? Мы самые главные науки, которые когда существуют. Подождите, например. Пожалуйста, не все сразу, давайте по одному. Объясните все по порядку. Мы – достопочтенные науки, которым предоставлена честь обучать гимназистов. Мы долго думали и решили, что ребятам в этот день очень понравятся наши подарки. Это робот, какой симпатичный, и компьютер. Где у нас компьютер? Вот какой компьютер. Ребята, вам понравились подарки? Спасибо, уважаемые науки, за подарки. Но позвольте все-таки узнать, о чем же вы так горячо спорили? Дело в том, ребята, что мы никак не можем разобраться, кто из нас важнее. Ну что ж, кажется, я могу вам помочь. Я думаю, мы разрешим ваш спор, если решимся по очереди каждой из наук. И посмотрим, сможете ли вы без нее обойтись. Только, подождите, вот в чем дело, я не знаю, кто у нас уйдет первым. Я ухожу. Да. Вот, уважаемые науки. А теперь мы посмотрим, как вы сможете обойтись без русского языка. Получается? Ну ладно, без русского языка. Извините, уважаемый русский язык. Теперь ваша роль, нам не знаю. Так, ну что, кто у нас уйдет следующим? Я.